Добрый день! Я Юлия Дмитриева, руководитель и собственник маркетингового агентства JD Expert. И благодарю вас за то, что вы находитесь здесь сегодня на этом вебинаре, а команду за то, что меня пригласили. Моя экспертиза – это прежде всего коммерческие вопросы, маркетинг, рынок, продажи, продвижение. Но здесь есть такая очень важная пометка. Бизнес, он далеко не всегда про деньги. Бизнес прежде всего про очень стройную, эффективную, выстроенную цепочку действий. И огромное количество инструментов, которые применяются на рынке бизнесом и коммерческими организациями, это именно то, что важно забрать в себе в работу и понять, как можно использовать в любой некоммерческой организации. Поскольку все эти инструменты уже многократно опробованы, и они показывают высочайший уровень эффективности. В предыдущем блоке, я благодарю Жанну, она рассказала вам о части подобных экспертиз, подобной сбора информации в виде качественных этапов исследований. Различных исследований проблемы, исследования ситуации, исследования бенефициара, исследования задачи. По сути, изучение вашего проекта. Я хочу дополнить ее информацию методами количественных опросов. Зачем они вам нужны? Смотрите, когда у вас появляется любая идея, проблема, очень важно ее тестировать. Тем более сегодня, когда позиции людей принципиально поменялись. То есть то, как мы принимали решения в различных моментах позавчера, не совпадает с тем, как мы принимаем решения сегодня, и то, как мы будем принимать послезавтра. Поэтому любая идея, которая прорабатывается здесь и сейчас, должна быть протестирована. Тестировать идеи просто. Честное слово, у меня огромный опыт, и я готова им поделиться самыми элементарными вещами. Две самых простых технологии, которые можно применить на уровне просто частного человека. Даже не то, что организация, а просто вот вас как личности. Решили что-то, попробуйте это сделать. Это, безусловно, опросы. Опросы двумя подходами. Первый – это метод снежного кома, когда мы начинаем опрашивать самое ближайшее окружение. От человека к человеку. По сути, у нас может даже отсутствовать как таковая анкета. У нас есть список вопросов, которые нас интересуют, которые мы не понимаем, которые вызывают у нас сомнения. И мы начинаем подбирать людей, которые интересны в данном фокусе. Это могут быть женщины, это могут быть мужчины, это могут быть люди определенных социальных слоев или определенных социальных кругов. Мы находим этих людей и спрашиваем 1, 2, 3, 5, 10, на 15, 20, 40 вы точно будете видеть то, в чем ваша гипотеза верна, а в чем она проваливается. Один из примеров такого исследования, очень короткого. Возможно, вы помните, когда крупные города начали переводить на электронные системы оплаты городского транспорта. И в этот момент разворачивалась очень серьезная битва на уровне взаимодействия государственных властей и конечного человека, потому что устанавливалась оплата через карточки, через терминалы, через телефонные варианты онлайн, и информация об этом шла исключительно в онлайне. Через группу в Фейсбуке, Инстаграме и так далее, и так далее, и так далее. Был хороший сайт, но онлайн очень громко шумел, говорил, нам не нравится. Там волна негатива доходила до такой степени, что на уровне государственных мужей даже рассматривался вопрос вообще отказа от такой формата оплаты и возвращения к обыкновенному наличному платежу, то есть покупки тех самых билетов, возврата людей, проверяющих наличие билета и так далее. При этом мы зашли с другой стороны, мы пошли непосредственно в автобусы. В автобусы, в троллейбусы, в трамваи, в зависимости от города. И задали этот вопрос там. То есть мы начали опрашивать людей, кто непосредственно, регулярно пользуется городским транспортом. И мы выяснили две интересные вещи. Во-первых, эти люди почти никогда не пользуются социальными сетями. Во-вторых, они никогда точно не заходят на сайты правительственных организаций, просто не заходят. В-третьих, у них всегда были
понятные системы оплаты в виде абонементов, и они как раз-таки очень легко перестроились на новую систему оплаты. И было неудобство только в формате коммуникации, было непонятно, как пополнять эти карточки, как закидывать туда баланс. Все. То есть мы поймали изменение ситуации просто через этот малюсенький опрос на том, что проблема не существовала, она была раздута на уровне онлайн-сообщества за счет того, что там люди очень мало пользовались городским транспортом и давали некорректную позицию восприятия тех изменений, которые происходили. С другой стороны, была поймана и вторая часть, то есть информационная волна была подана в неправильном канале. Ее нужно было размещать непосредственно в автобусах и решать этот вопрос на уровне тех людей, бабушек, дедушек, самых простых горожан, самых различных слоев населения, которые пользовались городским транспортом, не тратя такой большой объем времени в инновационные технологии. Потому что в этом случае они были некорректны. И буквально опросы диапазоном 5, 7, 8 дней решили этот вопрос целиком. Стало понятно, что делать, стало понятно, какие ресурсы подключить и каким образом уйти от этого вопроса. Второй пример. Это онлайн-анкетирование, тот замечательный метод, который, по сути, подвластен каждому из вас. Я предложу самый простой и самый доступный, абсолютно бесплатный вариант – это Google формы. Google форма – это возможность запрограммировать анкету, получить ссылку, получить тут же сводную аналитику в виде красивых графиков, диаграмм, которые считаются автоматически, и получить возможность всю эту базу данных выгрузить сразу в Excel. Все готово, все красиво, за вас обо всем подумали. Google форма. Итак, что мы делаем в онлайн-формате? Зачем он нам нужен? Когда ваш запрос чуть шире, чем маленький узкий вопрос, который вы можете решить методом снежного кома, задать, опросить 10, 20, 40 человек, когда вам необходимо получить данные, причем стабильные данные, хотя бы от 100, 200, а как показывает практика, мы легко собираем просто через свои аккаунты и 1000, и 2000 анкет и интервью, вы программируете эту онлайн-анкету. Какие этапы есть в этой работе? Первое. Необходимо обсудить внутри вашей проектной группы гипотезы. Что мы хотим понять? Мы хотим замерить уровень нервозности, уровень доверия, уровень происходящих изменений, готовность к каким-либо изменениям. То есть первое – это гипотезы. Второе. О чем мы будем спрашивать, как эти гипотезы превратить в понятный список вопросов. Очень важно, люди не любят отвечать на открытые вопросы, когда нет вариантов ответов. Поэтому, пожалуйста, продумайте как можно больше вопросов именно с возможностью просто отметить нужное число ответов и собрать эту базу данных. Это важный момент, и он хорошо работает. Третье. После того, как вы продумали вопросы, вам необходимо эту анкету просто прописать в формате Word и протестировать ее на своей группе. 3, 4, 5 таких пробных тестовых опросов вам точно покажут, насколько хороша она, насколько она достаточна, что в ней лишнего. А маленькая рекомендация: замечательно работают анкеты до 10 вопросов. Лучше 5 или 6 крупных. К этому десятку вы можете добавить небольшой социально-демографический блок. Мальчик, девочка, возраст, возможно, профессия, возможно, уровень дохода. Здесь отмечу, что когда мы говорим уровень дохода, мы не называем суммы. Люди очень не любят это показывать, и, как показывает практика, не всегда считают. Мы показываем именно порядок. Я живу, моих денег хватает только на питание, моих денег хватает на питание плюс небольшие какие-то дополнительные расходы. Я могу свободно купить бытовую технику, я могу свободно купить подержанный автомобиль, я ни в чем не нуждаюсь. То есть вот 5 таких основных пунктов. Помимо уровня дохода мы добавляем еще какой-то нужный вам параметр. Например, я сейчас обучаюсь, у меня есть дети, я живу в городе за городом. То есть некий параметр, который, как вы считаете, будет хорошо показывать и рассказывать о вашей аудитории, о ваших бенефициарах,
чье мнение вы должны собрать. Итак, вы составили гипотезы, вы эти гипотезы превратили в вопросы, вы оттестировали анкету в формате Word, просто написанном в каком-то варианте, на нескольких ваших ребятах, знакомых, после чего вы превращаете ее в онлайн-продукт, Google формы. Это несложно, честное слово. Все, у вас есть ссылка, вы совершенно свободно начинаете ее распространять. И вот здесь опять мы возвращаемся к предыдущему методу, метод снежного кома. Чем он важен? Тем, что вы начинаете распространять эту ссылку прежде всего в кругу своих знакомых. То есть вы прописываете небольшой текст вводный, это ссылка о том-то, этот опрос для того-то, он мне нужен по такой-то причине, пожалуйста, заполните его, пожалуйста, отправьте его дальше. И начинаете потихонечку его рассылать, возможно, в WhatsApp-группах, возможно, в Телеграме. Однозначно прекрасно работает рассылка через различные группы в Фейсбуке. Все, вы запускаете этот снежный ком от человека к человеку, от друга к другу и отсматриваете накопленные данные. Это прекрасно работает. А сюда же хочу добавить такой маленький технический элемент. Google формы хороши тем, что вы в любой момент можете закрыть какой-то вопрос и открыть какой-то новый. То есть, если вы видите, что первые 100 человек уже однозначно подтвердили вашу гипотезу, есть ли смысл ее тестировать дальше? Либо вы видите, что ваша гипотеза явно была ошибочна, и вы понимаете причину этой ошибки. Вы совершенно свободно можете обновить этот вопрос, изменив его, либо добавив новый. То есть вот такая уникальная гибкость, она хороша именно в онлайн-опросах, она доступна. И несмотря на то, что этот метод пришел фактически с коммерческого рынка, но также он активно используется социологами, и он точно может быть использован и применен в любой некоммерческой организации. Возвращаясь к кейсу, о котором рассказывала Жанна, это уровень доверия медицинским структурам, медицине как таковой в Казахстане. Мы активно использовали этот метод. На сегодняшний день там, если я не ошибаюсь, чуть больше 3000 интервью, причем мы отдельно запустили анкету на русском языке, отдельно на казахском языке. Мы легко просматриваем эти данные и продолжаем накапливать их дальше. Есть еще один очень важный плюс. Если вы запускаете подобный опрос в долгую, как в нашем случае с медициной, то у вас на каждой анкете появляется очень четкая дата и время заполнения. То есть вы всегда можете вырезать в Excel только нужный вам период и просматривать только его, сравнивая, например, ситуацию в начале года, в середине года и в конце года. Вы можете видеть динамику. Это отличный метод, он коммерческий, он применимый и он максимально эффективный. Рекомендую и запускайте. Таким образом, мы собираем полноценный пул данных по общественной экспертизе. Безусловно, нельзя говорить, что он 100% релевантен, поскольку онлайн-опросы предполагают возможность случайных рассылок, попадения туда случайных людей. И на уровне уже профессиональных знаний ты, конечно, закладываешь такие вопросы, которые просто взаимоисключают друг друга для того, чтобы убирать эти анкеты. Но даже без вот таких тонкостей очень хорошо видна результативность таких опросов. И их можно применять в формате общественной экспертизы больших сообществ. Например, в одном из казахстанских городов, проведя подобный опрос, мы увидели неожиданный элемент, когда до 25% населения готовы эмигрировать из страны. Это было неожиданно. Хотя, присмотревшись, уже приняв это как факт, приняв это как данность, стало понятно, что да, огромное количество признаков косвенных об этом говорит и говорит давно, но до сбора вот этих количественных данных они не были так очевидны, они казались все-таки разрозненными. Либо в другом случае, когда мы проводили крупный опрос аналогичный общественной экспертизе по столице, вышел очень интересный нюанс, стало понятно, что столица заточена больше не на бизнес,
а на развитие детской стороны. Это тот блок, которого очень сильно не хватает. Очень долго считалось, что наша столица – это такая ситуация холодных, прагматичных людей, которые едут сюда на заработки. И был упущен тот элемент, что с этими прагматичными людьми едут их семьи, что здесь рождаются дети. Почему-то это было не очевидно. И именно вот такой вот опрос в формате общественной экспертизы показал, что огромный пул детских вопросов на уровне площадок, территорий и так далее ушел на второй план. Аналогичные вещи можно вытащить, например, сравнивая ответы мужчин и женщин, сравнивая, например, ситуацию, происходящую на юге Казахстана и на севере Казахстана. Можно очень легко увидеть различные уровни ментальности и понять причины. Это очень просто. Рекомендую, пользуйтесь. И последний, очень маленький инструмент, который способен дополнить все вышеперечисленные технологии. Это системы мониторинга упоминаний вашей организации, проблем, которые вы хотите затронуть, либо каких-то особенных персон, которые играют большую для вас роль, или организаций в сети интернет и в социальных медиа. Дело в том, что сайты, социальные сети легко отдают данные, и я думаю, вы все об этом знаете, внешним сторонам. Эти данные можно исследовать, мониторить, смотреть, как часто то или иное словосочетание, фамилия, название организации встречается на каких-либо сайтах или на каких-нибудь социальных площадках. Самые простые инструменты. Первое – это использование Google Trends. Прямо сейчас вы можете открыть сайт и попробовать забить в поисковую строчку интересующую вас тематику в рамках ваших проектов. Обратите внимание, что в углу сверху вы сможете выбрать страну, вы можете узнать динамику тех или иных запросов поисковых в системе Google, как внутри одной страны, так и сравнить, например, с некоторыми странами, соседними регионами, а по некоторым республикам Google дает еще и расклад по внутренним регионам. Что это может вам дать? Вы можете посмотреть пики упоминаний, например, когда люди особо интересуются Конституцией в вашей стране. Это может быть весьма полезно в планировании проектов или в обсуждении, в реализации этих проектов после. Еще одна классная система, которую я рекомендую вам обязательно настроить, это система мониторинга определенных сайтов, потому что сайты государственных органов, сайты доноров, сайты ваших партнерских организаций, сайты определенных грантовых, стажировочных программ регулярно обновляются. Естественно, никто не имеет ресурса и времени на то, чтобы каждый день мониторить, например, 150 сайтов. Одна из таких систем называется Website Watcher. Вы сможете туда занести любое количество источников, которые вам требуются. Есть бесплатный пакет, его в целом многим организациям хватает. Если вы почувствуете, что этот инструмент вам будет полезен, вы сможете рассмотреть для себя какие-либо там платные тарифы. Очень удобно. Как только происходит критическое обновление сайта, добавляется новая статья, меняется определенная статистика, вы будете получать уведомления, и этот сайт в вашем списке будет подсвечиваться красным. Программа самостоятельно с периодичностью, которую вы зададите, будет обновлять эту информацию, и вы сможете очень быстро проверять, а что же там такого изменилось, а что же нового опубликовало министерство, например, а о чем еще сообщили наши доноры, чтобы быть всегда в курсе и держать руку на пульсе. И последний блок инструментов касается как раз-таки исследования социальных сетей. Есть целая плеяда инструментов, Wobot, YouScan, Semantic Force и так далее и тому подобное. Их на самом деле очень много. Вы сможете подобрать, потестировать какие-то бесплатные программы, платные программы. Со списком вы можете ознакомиться в дополнительных материалах. И вы сможете туда занести определенные хэштеги, определенные словосочетания, определить географические границы, которые вас интересуют, и сможете видеть, о чем пишут пользователи, которые используют
используют эти слова, словосочетания, фамилии, названия вашей организации, других критически важных для вас организаций в своих постах. И таким образом, снова же методом снежного кова вы можете собирать статистику этих упоминаний и дополнять этим видение проблемного поля. На этом мы завершили наш модуль по исследованию проблемного поля, который необходим для любого инновационного проекта. В следующем модуле мы рассмотрим уже инструменты решений, которые вы также сможете предусмотреть в своих проектных заявках. Увидимся с вами в следующем модуле.